Каким был самый сложный вопрос в вашей жизни, когда-либо заданный вам? Это и есть тот самый вопрос. Вопрос, каким был самый сложный вопрос в вашей жизни, и есть самый сложный вопрос, когда-либо заданный мне. Да, конечно, встречались сложные вопросы, и я могу привести множество примеров. Но если мы говорим о самом сложном вопросе, и поскольку это не совсем типичный вопрос, то я стараюсь не разглашать его содержание на публике. Такие вопросы, в силу своей сложности, а иногда и провокационного характера, не совсем типичны, поэтому нет смысла выносить их на всеобщее обсуждение. Альхамдулиллях, у меня есть на них ответ. С позволения Аллаха я получил на них ответ. Такого рода вопросы обычно обсуждаются с учеными и правоведами. Некоторые из наиболее сложных из них, даже после обсуждения с полусотней, а то и сотней ученых, так и остались без ответа. Совсем не из-за недостатка знаний, а скорее из-за глубины самого вопроса. Есть вопросы, которые являются нападками на ислам. Они необычного содержания. И ответ на них может вызвать еще более глубокое недопонимание. Поэтому я принципиально не обсуждаю такие вопросы. Такие вопросы обсуждаются только со знающими людьми и учеными. Да, иногда мне задают массу вопросов с подвохами, которые просто требуют логического ответа и не имеют ничего общего с учениями ислама. Таких примеров много, но я приведу вам один. Это вопрос с хитрой уловкой. Я помню, это было где-то в 2014 году, после моей лекции в Дубае. В зале тогда присутствовало где-то 15-20 тысяч зрителей. И одна женщина встала и спросила меня: «Доктор Закир, вы много говорите о том, что мусульманка должна покрываться хиджабом. Вы часто приводите пример двух близняшек, одинаково красивых. Одна в мусульманском хиджабе, с полностью закрытыми частями тела, кроме лица и кистей рук. А ее другая сестра-близняшка одета на западный лад, в мини-юбке и с глубоким вырезом на груди. Обе они прогуливаются по улице Дубая. Представим, что вдруг появляется хулиган или злодей, который намеревается напасть на этих девушек. Как вы думаете, на какую девушку он нападет? Вы сами задавали этот вопрос. Да, так и есть. Я привожу этот пример и задаю тот же самый вопрос с начала 90-х. Когда я только начинал читать лекции на тему права женщин в исламе в 1993 году. С тех пор я часто задаю этот вопрос. И на каких бы форумах я его ни задавал, люди естественным образом поголовно отвечают: конечно же, девушка, одетая по-западному, в мини-юбке и с глубоким вырезом, поскольку тем самым она сама привлекает внимание. Проходит 20 лет, и тут появляется эта женщина, которая повторяет мой вопрос, но говорит: лично я считаю, что в первую очередь приставать начнут к девушке в мусульманском хиджабе. Я спрашиваю ее, почему же? Она отвечает мне: потому что этому мужчине будет интереснее узнать, что скрыто под одеждой, и поэтому он станет приставать к девушке в мусульманском хиджабе. И моя дочка, которая тогда присутствовала в аудитории, подумала про себя: похоже, папа попал в ловушку. Я был застигнут врасплох, поскольку такого ответа на свой вопрос я еще не слышал. Такие ответы несут в себе дьявольский характер и нацелены на то, чтобы поставить в затруднительную ситуацию. Но, альхамдулиллях, в таких ситуациях Аллах всегда оказывает поддержку. Я поднялся и, как обычно, поблагодарил сестру за интересный вопрос. Но я сказал: несмотря на то, что я не согласен с вашим ответом, поскольку он лишен всякой логики, но если вы все же считаете свой ответ верным, то почему же тогда вы сами все еще в одежде? Если вы не хотите, чтобы к вам приставали, то снимите одежду. Поверьте мне, ей было так стыдно, что мой ответ стал самой настоящей пощечиной на ее вопрос и ответ. Она просто вернулась на свое место и после этого тихо сидела. Такого рода вызывающие вопросы со стороны не-мусульман не имеют ничего общего с исламом. Мой ответ был логичным. Если я утверждаю что-то, то я и сам этого придерживаюсь. Но в вашем случае, если вы думаете иначе, то почему тогда вы сами носите одежду? Она была покрыта, и поэтому я спросил ее: зачем вам покрываться? На такие вопросы следует отвечать с умом.
Призывай на путь Господа твоего мудростью и добрым назиданием, и веди спор с ними наилучшим образом. Таких вопросов масса. Поэтому, если вы будете смотреть мои лекции или вопросы и ответы, вы непременно столкнетесь с похожими примерами.